Хорошо, что все ушел. А что ему скажешь? Иди нафиг. Есть там 10 рублей. А почему отпускаете товар человеку, у которого ни маски, ни перчатки нет, ничего нет вообще? Вот смотрите, вот даже вот у вас ничего нет. Ни свет защиты, ни дистанции, абсолютно ничего. Ну, дистанция есть между Вы не нами, знаете я о постановлении? Я знаю что? постановление, я соблюдал, я вот за 3 метра А не почему? захожу. Где у вас маска, где перчатки? Маска у меня вроде с собой была. Почему вы не одели? Где вроде? Покажите, у вас есть вообще Ну, собой? я вот так обычно делаю, вот так. Вы в магазин зашли как? Вас проверяли? Нет, никто не проверял. Кто не проверял? Нет, я не прям- предлагали ничего? я Сами прям вы с зашел. собой не взяли? Не, на самом деле я осведомлен о энергозащите. А почему не взяли тогда? Почему не приобрели? Ну, потому что я обычно у меня маска с собой была. В этот раз. Наталья, здравствуйте. Я на балу. Давай, Лида, пусть. Зовут меня Иванова Анастасия Андреевна. В данный момент у нас произошел такой инцидент, что пришел покупатель без перчаток и масок, но мы не имеем права его выгнать, потому что на данный момент у нас пришел регламент, то, что мы можем пустить, но обслужить мы его также имеем право, но мы должны, как бы у нас еще сегодня такое было, как бы, ну, оповещение, то, что мы можем им упаковать все, и кассир имеет право донести, то есть до выхода. Но в данной ситуации, так как он брал покупку небольшую, кассир из-за этого не может кассу покинуть и выйти, поэтому уж произошел отпуск товара. Просто жалко, что нет понимания пока у населения. Конечно, никто никого наказывать не хочет, но тем не менее мы хотим, чтобы люди все-таки берегли свое здоровье, соблюдали самоизоляцию, носили при себе средства индивидуальной защиты и посещали общественные места, заботиться о своем здоровье. Но, к сожалению, на сегодняшний день нельзя говорить о том, что так у нас все хорошо. Такие проверки будут проводиться на постоянной основе во всех местах массового скопления людей, общественных местах, ну, соответственно, в сети магазинов.